Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулилля, амма ба'д. Рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлуль уқдатан мин лисани яфқаху қавли, ва джа'аль ли вазиран мин ахли. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Счастливая семья. С чего начинается счастливая семья? Какая должна быть счастливая семья? Сегодня очень много таких психологов, семейных терапевтов, которые говорят об этом, но как описал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, в своем хадисе про счастливую семью. И какие условия должны соблюдаться для этого, уважаемые братья. У каждого из нас есть свой нафс, прихоть своя. Каждый человек и мужчина, он чего-то хочет. Но мы должны осознать то, что мы не идеальны. Аллах не создал нас ангелами, Он создал нас людьми, которые имеют недостатки. Есть у мужчины и у женщины как и хорошие качества, так и плохие качества. Поэтому не нужно искать идеалиста, тот, кто совершает все идеально, и требовать идеализма, уважаемые братья, друг от друга, особенно с семейным парам супружеским. Оставить свой нафс, свой приехать позади себя, принять друг друга таким, как есть, но делать шаг за шагом, каждый шаг к усовершенствованию себя, к улучшению себя, к богобоязненности, приближению к Аллаху Тааля. Именно супружеская пара, супружеские отношения, они и способствуют этому, уважаемые братья. Они приближают лучше к Аллаху Тааля, ближе, потому что до никаха, до женитьбы мужчина и женщина, они являются как бы неполноценным человеком. Вместе, после никаха они объединяются, они дополняют друг друга. Как сказано в аяте, «Гунна либасу для кум, уанта либасу для гун». Вы, мужчина, является одеянием для женщин, а женщина является одеянием для вас. Одеяние, она украшает человека. Посредством мужчины женщина украшается. Посредством женщины мужчина украшается. И также одеяние, она закрывает недостатки, срамные места. Точно так же недостатки мужчины, они закрываются посредством женщины. Посредством женщины, посредством мужчины недостатки женщины закрываются, посредством женщины закрываются недостатки мужчины. Это о чем говорит то, что мужчина и женщина, они взаимосвязаны. Если мы хотим счастливых, хороших отношений семейных, то в первую очередь мы должны закрывать глаза на недостатки. Не бывает идеальных пар, знаете. Идеальных мужей не бывает и не было. И не бывает идеальных жен, не было и не будет. Аллах не создал нас ангелами, еще раз говорю, нас Он создал людьми. Поэтому примите друг друга таким, как есть. Мы же вот полюбили друг друга, эти супруги, из-за каких-то, опираясь на какие-то качества. Вот если мы приблизим одно хорошее качество к глазу, уважаемые братья, она будет закрывать целую гору недостатков. Точно так же, вот как один палец, если приблизить к глазу, уважаемые братья, она закрывает целую большую гору. И точно так же, если мы хотим, чтобы наши отношения они были крепче, лучше, нужно закрывать глаза на недостатки. Не нужно держать обиду. Нужно вот два золотых качества для молодых пар. Это терпение, сабр. Не все так, как мы хотим. Не все так, как хочет мужчина, так, как хочет женщина, уважаемые братья. И вся жизнь это испытание. Ваш муж для вас испытание, ваша жена для вас испытание, ваши дети для вас испытание, ваше богатство и ваша бедность это тоже испытание. Поэтому стараться смотреть на хорошее качество. Вот первое золотое качество это терпение, сабр. Второе это умение прощать. Вот. Эти два золотых качества они укрепляют семью, уважаемые братья, сохраняют семью на долгие вечные. У одной семейной пары старику, которому было под 90 лет, и бабушке, которой было 80 с чем-то лет, которые шли, хватая за ручку в парке, гуляли. Молодежь спрашивает: бабушка, дедушка, можно у вас совет спросить? Вот в таком возрасте у вас ваша любовь крепко держится, и вы также вот со стороны посмотреть, прям глаза радуются. Как вы сохранили свою супружескую пару? Как вы до сих пор любите? Они сказали то, что сейчас мы друг друга любим таким образом, как мы раньше вообще не любили таким образом. Вот до такой степени. Почему? Потому что жизнь, она для нас готовит разные сюрпризы. И когда они спросили секрет этого успеха, этого счастья семейного, они сказали, в жизни нужно быть более гибким. Иногда бывает, муж ошибается, жене лучше вытерпеть. Иногда жена ошибается, мужу вытерпеть, сделать сабр. А потом отпустить. Не нужно годами держать обиду. Вот ты сделал таким-то образом, сколько-то лет прошло. Нет, отпустите. Ошибку сделали, сабр сделали, вытерпели, потом отпустили, ради Аллаха просили, закопали эту проблему, этот конфликт, все. Дальше, как с чистого листа, продолжаем жить. И все. С таким, уважаемые братья, с этим условием жизнь будет дальше продолжаться. Значит, не нужно накапливать это все,
о чем-то думать сильно. О чем бы мы ни переживали, уважаемые братья, мы все равно рано или поздно покинем этот мир. И вы, сколько бы вы ни жили, мы рано или поздно покинем. Муж покинет жену, жена покинет мужа. Потому что мы покинем этот мир, уважаемые братья. Поэтому, пока вы не разлучились, цените друг друга, любите друг друга, дорожите друг другом. Два золотых качества: терпение и умение прощать. Нужно опустить свою гордость мужу и надо жене и сказать первым, то есть, ради Аллаха: о моя любимая, дорогая, о мой дорогой муж, прости меня ради Аллаха Субтитры. Да, то есть я была виновата, или я была неправа, либо я был неправ, прости меня ради Аллаха. Вот два слова всего лишь. И это гордыни, уважаемые братья. Убрать эту гордыню и ради Аллаха попросить прощения, и также простить ради Аллаха Субтитры, не держа обиду. Тогда не будет разных болезней неисцеляемых. Потому что многие болезни из-за обиды, уважаемые братья. И меньше ссор будет, меньше конфликтов. А вообще для супружеской пары им нужно сесть, да, за один стол, каждый день стараться посоветоваться о своей жизни будущей, что они хотят, какова у них цель. Если у них одинаковая цель, это удовольствие Аллаха Субтитры, и пока они дойдут до этого удовольствия, до ахирата, до рая, уважаемые братья, то нужно им неустанно трудиться над своей жизнью, совершенствовать себя, улучшать свой нрав, улучшать, да, больше поклонения делать, больше садака делать, больше наработать над ахиратом. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в своем хадисе сказал: хиярукум ли ахликум. Наилучший из вас, лучшие отношения к семье. Он не сказал то, что самый богатый у вас лучший из вас, самый властный это лучший из вас. Или кто-то много детей имеет, допустим, лучший, или самый красивый лучший из вас. Нет. Что он сказал? Он сказал: лучший из вас, лучший в отношении к семье. Этот хадис объемлет как мужчин, так и женщин тоже. Лучшие сестер те, которые лучше относятся к своему мужу, к своим детям, к своей семье, в первую очередь, уважаемые братья. Лучший из братьев, тот, кто лучшим образом, наилучшим образом относится к своей жене, к своим детям, к своей семье, уважаемые братья. И посланник Аллаха сказал: я наилучший из вас, потому что я лучший в отношении к своей семье, к своим женам. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А в другом хадисе сказано, уважаемые братья: хиярукум ли нисаикум, лучший из вас, лучший в отношении к своей жене именно. Почему? Почему? Потому что вот очень такой философский вопрос задается. Почему посланник Аллаха сказал лучше в отношении к своей жене? Он не сказал лучше в отношении к другу, или к соседу, или к сыну, или к дочери. Родители мы ценим, уважаемые братья, у них своя, да, степень, первостепенно, конечно. Но почему в этом хадисе сказал лучше в отношении к жене, наилучший из вас? Потому что когда человек остается дома, один, в одиночестве, со своей женой, уважаемые братья, он буквально как будто сам с собой. Ему не нужно притворяться, ему не нужно одевать маску почета, да, там, богобоязненного человека, который, если он, например, в мечети он является таким шейхом, допустим, там, да, богобоязненным, знающим человеком, на работе он такой заслуженный коллега, заслуженный сотрудник. Перед шефом он будет бояться, перед другим обществом, с которым он не знаком, он будет стесняться. Это натура человека. А когда человек сам с собой остается и со своей женой, от нее он ничего не скрывает. Ему не нужно одеть эту маску, и он как бы с ней более, иногда бывает, небрежно относится. Ему нечего скрывать. И даже если и в этой ситуации, уважаемые братья, если он очень хорошо относится с почетом к своей жене, то есть не ругая, да, то есть не оскорбляя, не унижая ее, то есть над ним, да, над ней, не говоря то, что там, о, я тебя обеспечиваю, и тому подобное, уважаемые братья, даже если в такой ситуации он остается самим собой, иначе говоря, он свой нрав все равно оставляет позади себя, и он уважает ее как сестру, как дочь чью-то, как свою супругу, как мать своих детей, то и с другими людьми это отношение будет наивысшим образом. Не зря. То есть самую такую отношение, которое как будто человек сам с собой остается. Если он будет исполнять наилучшим образом отношения с другими людьми уже, с соседями, с родственниками, с родителями, с детьми и с другими, он уже будет наилучшим образом также делать. Уже тем более. Поэтому именно в хадисе сказано про жен именно, уважаемые братья. Это также относится и к нашим женам тоже. А хорошее отношение к вашим мужьям тоже. Потому что жизнь не вечна. Рано или поздно мы покинем. 3 днями живем. Завтрашний день нам неизвестен. Сколько с нами ваши супруги будут, да, то есть сколько времени будут жить с вами ваши жены или ваши мужья, нам неизвестно.
рано или поздно, то, что они могут покинуть мир первым, или мы покинем. И то, что уже случилось, его не вернуть. Ни одну секунду, ни одну минуту не вернуть. Что случилось, предопределено. Его никак не изменить. А нам остается лишь жить позитивным образом. То есть быть благодарным, быть более терпеливым. Вот, допустим, если на работе ваш шеф, например, вас заденет на машину, допустим, да, поцарапает, о, ничего страшного, там, ладно, там, ничего страшного, я сам сделаю, допустим. Либо опоздал, ничего страшного, мы и так там, да, тоже не своевременно пришли. Вы не будете с ним ругаться. А дома, если находиться, допустим, жена что-то не приготовила, что-то уронила и поцарапала вашу машину, вы будете ее материть, допустим, бывает, некоторые братья, ругать будут. Но если и там человек, он проявит сдержанность, он не будет гневаться просто без причины, а сдержанно будет относиться, более терпеливым, то и в отношении с другими людьми, тем более он будет наилучшим образом. Поэтому в этом хадисе приведено именно отношение к женам. Поэтому, иншаллах, если Аллах Субхану, да, он мужчина дал силу, власть дал, женщинам красоту дал, домашний уют, да, хранительница очага домашняя, это женщина. У каждого своя роль. Не нужно у друг друга требовать права свои, да? А нужно каждому выполнять свои обязанности. Каждому выполнять свои обязанности нужно. Мужчине, как добытчика, пропитание халяльное, да, одежда, обувать, одевать и жилье обеспечение. Также отвечать за веру и иман супруги. Потому что судный день, самое первое отношение, которое будет спрошены, это супружеское отношение. Насколько муж был справедлив к жене. Насколько он относится хорошо, он за это получит воздаяние. Вы не думаете, что простая любовь и отношение к женам, это просто останется безвозмездно. Аллах за это награду готовит, это тоже айбадат, поклонение. Даже, как сказал посланник Аллаха, если ты положишь одну, да, то есть один фрукт в рот своей жены, уважаемые братья, это будет садака. Это тоже садака. Это благотворительность. За это Аллах даст воздаяние. И если муж, был несправедлив по отношению к жене, он был нетерпеливым, он ругался часто, поднимал руки и так далее, за это, за зулюм, то есть за несправедливость, непременно человек получит наказание в судный день. И также жена, насколько она была справедлива, она получит за это, уважаемые братья, благо, за это воздаяние. А если она была несправедлива по отношению к мужу, к его имуществу, то она за это получит также наказание. Поэтому, иншаллах, об этом не будем забывать. Давайте любить друг друга, ценить друг друга. Жизнь не так коротка. Нам не до обид, нам не для сплетен или осуждения о ком-либо. Радоваться жизнью, любить друг друга, ценить то, что этот человек является нашим спутником. Он верующий или она верующая. Альхамдулилля, жизненные спутники, они идут куда? Дорога, которая ведет в рай, в джаннат. Альхамдулилля. Поэтому, иншаллах, давайте, чтобы каждая семья была счастливой, быть примером для других. Для этого быть более сдержанным, быть более терпеливым, уметь прощать, иншаллах, и, конечно же, быть богобоязненным. Тогда, иншаллах, наши семьи сохранятся, наша семья будет долговечной. И мы будем говорить то, что наша семья, она, альхамду, счастливая семья. Этим, уважаемые братья, можно будет хвастаться. Пускай Аллах Субхану укрепит наши семьи, даст счастье в каждый дом, Аллах Субхану, пускай даст терпение всем тем семьям, которые Аллах испытывает, и даст исцеление от всех болезней сердца, а также от всех болезней, которым болеют, страдают многие семьи. Субханак Аллаху бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк, вальхамдулиллахи раббил алямин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.